Масло и сыр чаще других продуктов имеют признаки фальсификата и не соответствуют требованиям по качеству. Об этом рассказали на комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Заседание экспертной группы провела первый зампредседателя правительства Коми Эльмира Ахмеева. По данным Роспотребнадзора, в 2022 году исследовали 355 проб и выявили 3 факта поставок фальсификата, в том числе в столовых СГУ имени Петерима Сорокина. Кроме того, осенью в нескольких сельских школах одномоментно нашли консервированную сайру, а по фактам внутри банок была сардина и сельдь. Выявить фальсификат помогает электронная система «Меркурий», с помощью которой можно отследить всю цепочку поставки продуктов от производителя до потребителя. В борьбе с фальсификатом вполне может пригодиться опыт Минздрава, отметила Эльмира Ахмеева. После того, как в республике начал работать единый оператор по централизованной закупке медикаментов, количество жалоб на просроченные рецепты значительно уменьшилось. То же самое можно сделать и с продуктами питания, ускоряя закупки через единого оператора. Предложения, высказанные на комиссии, рассмотрят в профильных министерствах.